Союзное государство. Повестка евразийской интеграции. И о чем спорят больше всего в абхазских сегментах социальных сетей в последние дни. В эфире программа «Аргама». Гость нашей программы – секретарь Совета Безопасности Республики Абхазия Сергей Миронович Шамба. Добро пожаловать к нам. Мои соведущие сегодня – Манана Гургуля и Анна Гуня. Спасибо вам за поддержку в этой программе. В контексте визита нашего президента сначала в Москву, затем в Минск, в СМИ и социальных сетях появилось много шума, позитивного и непозитивного. Обсуждение того, о чем мы вообще все, наверное, информированы достаточно мало, к сожалению. Есть много безапелляционных высказываний, есть и предсказуемые, вполне логичные вопросы, неподтвержденные прогнозы отдельных личностей о вхождении Абхазии в состав России вызывает наибольшие опасения и эмоциональное обсуждение. Ряд общественных организаций и общественных деятелей недавно сделало заявление, в котором говорится о том, что вопрос о статусе республики не подлежит обсуждению. Хочу спросить, что на самом деле происходит? Во время подготовки переговоров, во время самих переговоров обсуждался вообще вопрос о статусе республики Абхазия? Сергей Миронович. Ну, я неоднократно уже об этом говорил. Ровно 2 года назад как раз у меня брали интервью в мое 70-летие как раз. И тогда я еще сказал, что статус наш никогда не обсуждался ни на каких переговорах и обсуждаться не может, потому что это противоречит нашей Конституции, в которой четко записано, что статус не обсуждается и даже на референдум не может выноситься. Вот. Более того, есть закон, по которому постановка такого вопроса чревата уголовным преследованием и наказанием. Поэтому речь о том, что где-то кто-то обсуждал этот вопрос, об этом не стоит. Речь, как я понял, чаще всего идет о том, готовы ли мы согласиться на вступление в союзное государство, которое сегодня существует между Россией и Белоруссией. Но этот вопрос обсуждается в узких кругах политических, может быть, в нашем обществе, потому что больше нигде он не обсуждается. С нами этот вопрос никто не обсуждал, никто так вопрос не ставил, поэтому и говорить об этом сейчас преждевременно. Если спрашивать там мое конкретное мнение в случае, если так будет стоять вопрос, ну, во-первых, не хотелось бы говорить о том, чего нету, но если бы так стал вопрос, я думаю, что нужно будет взвешивать все за и против. Такая постановка вопроса, она не говорит об утрате нашего статуса, потому что союзное государство, в котором сегодня, которое существует сегодня между Россией и Белоруссией, никак не ущемляет их статуса. Это же совершенно очевидно. Поэтому в этом случае статус наш никак не обсуждается. А какие выгоды мы от этого получим и какие упущения будут, ну, об этом сейчас трудно судить, потому что это нужно хорошо и взвешенно подойти к этим вопросам. Сергей Миронович, все за и против обсудить. Сейчас я затрудняюсь сказать. Как Абхазия может стать союзным государством? Для этого же Белоруссия должна признать независимость Совершенно Абхазии. очевидно, конечно. Поэтому я и говорю, что сегодня обсуждать этот вопрос преждевременно. Да, сперва должна Белоруссия признать. Тут целый ряд определенных шагов нужно сделать. И тот визит, который был в Абхазию президента Белоруссии, и ответный визит нашего президента в Белоруссию, это еще не тема, которая обсуждается на этих встречах. Об этом было сказано и во время визита сюда
президента Лукашенко о том, что это первые шаги, которые направлены на то, чтобы установить экономические взаимоотношения с Абхазией. У них здесь предлагают какие-то проекты по развитию, по инвестированию в экономику Абхазии. Вот сейчас на этом уровне разговор идет. Никакого разговора о взаимном признании пока еще не было. И быть не может, с моей точки зрения, потому что для того, чтобы созрела такая ситуация, нужно пройти определенный путь тоже. Ну, насколько я понимаю, на сегодняшний день пока еще не озвучены никакие параметры союзного государства. Это нечто такое вот союз. Я даже думала над тем, что это правильнее говорить союзное государство или союз государств. Это Нет, тоже. в данном случае это союзное государство. Да, союзное государство. Да. А чем же оно отличается? Что это за форма объединения, Ну, форма интеграции? Вот. Нет, это же очевидно, мы же видим, она уже существует. Союзное государство, в которое входят Белорусская Беларусь. и Россия. Российская Федерация. Ну, Как всё- они функционируют, мы видим. Единое таможенное пространство, да, много привлекательного в этом есть. И в плане экономического сотрудничества сторон. Ну, подходит ли для нас или нет, сейчас, когда этот вопрос вообще не обсуждается, мне не хотелось бы Да, касаться конечно, этой вот темы. сама модель, наверное, до конца непонятная, поэтому я очень часто не понимаю и тех, кто говорит, что да, это замечательно, это хорошо, это открывает нам хорошие перспективы, вполне возможно, но пока параметры не определены. Вот что я могу сказать, например, да, единое таможенное пространство будет, это выгодно, да, откроются границы для свободного перемещения товара, это плюс. Минус в том, что мы перестанем получать таможенные сборы за то, что сегодня значительную часть нашего бюджета составляет. Вот это сейчас то, что я могу навскидку. А так надо все детально, конечно, рассматривать. И я думаю, что такие вопросы, конечно, должны быть обсуждены и обществом нашим. Согласна. И потом да. это, скорее всего, некое такое будет очень, но если вот как бы так порассуждать, очень асимметричное образование. И, может быть, имеет смысл, вот как вы сказали правильно, начинать не с разговоров о вхождении Абхазии как государства в это союзное государство, а об установлении, об интенсификации связей там, в сфере экономики или в какой-то социальной сфере. Вот, и смотреть, что это даст. Мне кажется, что в данном вопросе нам Ну, знаете, не имеет смысл вот торопиться. Вот сейчас мы обсуждаем, я думаю, вот для большого государства, вы говорите, асимметричное. Мне кажется, что у большого государства больше потерь и затрат в этом случае происходит. Тех же экономических. А для маленького государства это, в первую очередь, гарантия безопасности, которую оно получает. Вот. Ну, скажем, если взять вот, Европейский Союз, там же тоже по масштабу разные государства входят. Но в данном случае вот это союзное государство, это даже несопоставимая с Европейским Союзом форма. Все равно проект какой-то интеграции, правда же? Вообще все государства в мире в той или иной степени интегрируются с какими-то там по интересам группами государств. Практически все. Но это как-то будет ущемлять суверенитет Абхазии? Это страхи нашего общества? Суверенитет Абхазии, я уже сказал, суверенитет Абхазии не подвергается сомнению, обсуждению в соответствии с той конституцией и с теми законами, которые у нас существуют. Вот, знаете, интересно, я на днях переписывалась с Маркидоновым. Это вот перед
переговорами или визитом нашего президента в Белоруссию как раз-таки эта переписка была, и я думаю, что он и опубликовал этот материал уже. И речь шла как раз-таки об Абхазии, о возможных взаимодействиях там с Белоруссией и так далее. Вот Маркидонов очень скептически относится к сценарию признания Абхазии Белоруссией. Он высказал это прямо перед переговорами. То есть, да, и речь мы поняли, что на переговорах шла абсолютно не об этом, пока, по крайней мере. И он заговорил вот о версии вовлечения без признания. Это то, что обычно Запад практикует, Да. что сейчас вот эта белорусская версия отношения к Абхазии – это вовлечение без признания. Вы это поддерживаете? Ну, то, о чем я сказал, как раз Вот это есть? это и есть, потому что если речь идет о каких-то взаимных экономических интересах, я сказал о том, что есть проекты по инвестированию в Абхазию, вот это и есть без признания пока что, так процесс происходит. Ну, мы на начальном стадии этого процесса. Но как вы думаете, я потом передам вам слово, все-таки политика белорусского президента Лукашенко стала, и не сегодня, наверное, более прагматичной, и именно поэтому вот происходит то, что происходит. То есть это медленно, постепенно идем к усилению нашего взаимодействия. Вот я как раз и сказал о том, что нужно проделать большой путь, прежде чем мы подойдем к обсуждению вот этой темы вхождения в союзное государство. Еще раз подчеркиваю, что этот вопрос пока не обсуждается ни с Россией, Потому что ни в с Абхазии Белоруссией. ожидали такого быстрого признания. Кстати Ну, говоря, давно ожидают вы и знаете, говорят, когда Белоруссия нас признает, почему она не признает. Признание России тоже не сразу произошло. Мы прошли тоже большой путь. И обстоятельства сложились так, что Россия благоприятны для того, чтобы Россия могла признать Абхазию. Мы еще не знаем, какие обстоятельства нас ждут впереди, потому что то, что сейчас происходит, вот борьба за переустройство мировой системы фактически, потому что мы видим, что после 90-го года, когда распался Советский Союз и распалась биполярная система, с тех пор идет борьба за установление новой политической картины мира. И был период, когда Соединенные Штаты Америки единственным гегемоном остались в мире, но это тоже не так долго продолжалось. Появились серьезные конкуренты в виде Китая и возродившейся России. И вот эта борьба, она просто подошла к какому-то такому кульминационному своему этапу развития, но мы еще не знаем, это кульминация или еще будет нарастать это напряжение. Во всяком случае, многие эксперты и политики прогнозируют, что это может вылиться и в ядерный конфликт, это же никто не исключает. Поэтому мы не знаем, как все обернется и чем закончится. Поэтому прогнозировать сегодня можно, да, можно разные какие-то прогнозы. Один из них, что вот благоприятно все закончится, скорее всего, с победой России. И тогда Россия, с одной стороны, и Китай создают такую силу, которая определит вообще новый мировой порядок. И в этой ситуации, как будет действовать там Белоруссия, конечно, более уверенно. Потому что мы помним, был период, когда Белоруссия готова была признать независимость Абхазии. Это было при Багапше, если вы помните, Да, после да. того, как Россия нас признала. Но потом все-таки Белоруссия стала проявлять определенную осторожность, потому что у нее взаимоотношения с западными странами, и ей прямо ультиматум поставила. Об этом президент Лукашенко тоже говорил, что ему прямо сказали, что у вас будут проблемы. И он обратился к России: вы сможете компенсировать наши потери от тех угроз, которые мы слышим со стороны Запада. Но в России не было тогда тоже таких возможностей, чтобы вот такую помощь оказать. Как сейчас это происходит? Какая будет картина мира? Давайте подождем. Понятно, что сегодня не обсуждается вопрос союзного государства, прямо не стоит в повестке дня.
но вопрос суверенитета, государственного суверенитета, независимости, это такая очень болезненная тема, которая иногда, на мой взгляд, оказывается предметом каких-то политических спекуляций или активно используется в политической борьбе. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, вот есть ли какие-то, понятно, что могут быть внешние угрозы, но вот есть ли какие-то внутренние угрозы или проблемы, которые мешают укреплению нашего суверенитета изнутри? Так ли у нас все внутри хорошо? Вот смотрите, у нас сложилась на протяжении всех этих лет нашей независимости такая система, когда оппозиция объясняет всему обществу, что власть недееспособна. Критикуют, обвиняют и прочее. Потом они приходят к власти, и бывшая власть, которая в оппозиции, начинает говорить, что эта власть недееспособна, она не может управлять, критикуют и обвиняют. Потом опять происходит то же самое. В обществе складывается мнение, что ни те, ни другие не способны создавать государство и тем более его развивать. Что происходит тогда в обществе в этом случае? Очевидно, что люди начинают понимать, что не состоялось это государство, и будут думать о том, что лучше войти в Россию, а может кто-то думает, лучше войти в Грузию, кто-то смотрит на Европу. Такая ситуация может сложиться, ведь правильно? Если очевидно для общества, что ни те, ни другие, никто не способен вообще ничего сделать для развития этого государства. Вот где опасность. Опасность в наших внутренних здесь взаимоотношениях. Сегодня даже такая великая страна, как Соединенные Штаты, да, в последнее время заговорили о том, что вот этот раскол, который между двумя ведущими политическими силами Демократической и Республиканской партии ведет к расколу общества, привел уже к расколу общества. И это приводит к тому, что к большим потерям, которые это государство имеет на международном уровне, имидже и внутри проблемы создаются. А что нам говорить, когда мы только находимся на стадии, начальной стадии формирования государства? Мы сделали невероятную вещь, самую сложную, я много раз об этом говорил, в истории человечества. Создали независимое государство. Да, 30 лет прошло. Это маленький срок. За 30 лет, конечно, мы могли бы сделать больше. Но из-за того, что вот эти наши внутренние постоянные дрязги, и из-за того, что мы не установили нормальную политическую картину, о которой я много лет тоже говорил, может, вернемся к этой теме, когда нет нормального контроля за исполнительной властью. Ну, вся эта система не работает так, как она должна была работать. То есть я хочу сказать, что наша проблема и опасения утраты нашего суверенитета находятся не во внешней среде, а внутри нашего общества. Когда мы были едины в 1992 году, перед этой войной, какой патриотизм, какое единство общества было. Мы смогли сделать невероятное. Мы победили в войне с гораздо более мощным соперником, гораздо лучше вооруженным и количественно несопоставимым с нами. Потому что у нас было единство и была общая цель, и идея была общая. Вот так мы можем только одерживать победы, учитывая нашу малочисленность. А все наши проблемы исторические, они происходили из внутреннего разлада у нас. В 19 веке махаджирство и все это, почему привело к такой трагедии? Потому что не было единого лидера тогда национального, не было общей идеи, которая объединяла народ. Все были друг против друга. Кто-то за турок, кто-то за русских, кто-то друг против друга. Такая же система была. Понятно, что это была другая эпоха и другое время. В принципе, да? Вот, а люди-то всегда одни и те же. Мы живем в такое время, когда создавать какой-то адаптивный режим, который не допустит, вот, скажем, противостояния между оппозицией и властью, это, наверное, невозможно.
полностью консолидированного общества у нас уже быть не может. И его нет вообще, наверное, нигде. Ну, может быть, в Корее Северной это есть, и еще в целом ряде государств, наверное, а в целом вот это невозможно. Но а вот что сделать? Понятно, что все вот так вот зажать какими-то гайками мы не можем, но как надо выстроить вот эти отношения теперь уже между властью и оппозицией? Очень многие понимают, что вот эта круговерть, она должна закончиться. Как выстроить, чтобы не произошла полная маргинализация отношений оппозиции и власти? Вот именно где вот самый главный рецепт, где источник, откуда можно начать изменения во взаимоотношениях? Сложный вопрос, понимаю, да. Я как раз всегда был за то, чтобы у нас была эффективная, конструктивная оппозиция. Я даже писал об этом очень много лет назад, о том, что я вообще боялся, что в парламенте будут доминировать представители только власти. Я считал, что в парламенте должны присутствовать разные политические мнения, и вся наша полемика политическая должна переместиться в парламент. И поэтому я много лет говорил о том, что нужно выборы проводить не по мажоритарной системе, как это сейчас происходит, хотя она считается самой демократичной в мире, но, очевидно, до этого надо дорасти. Я был за то, чтобы у нас выборы были по партийным спискам. Это дало бы возможность для того, чтобы политические партии стали пользоваться влиянием в политических кругах. Сегодня люди, вот вы же прекрасно видите, идут в парламент, да, и не хотят быть идти ни от какой партии. Даже те, которые состоят в каких-то партиях, они выдвигаются не как члены этой партии, потому что так они больше голосов соберут. Многие, приходя в парламент... Потому что у партии нет такого авторитета, чтобы опереться вот именно на нее. Во-первых, нет такого авторитета. Да. Во-вторых, когда он не в какой-то партии, он может соседей привлечь своих, которые не согласны с этой партией. Он может там друзей, товарищей, разношерстную такую публику собрать вокруг себя. Ну и тут главное что? Главное, что он никаких обязательств не имеет перед политической какой-то партией, и придя в парламент, этот человек независимый фактически, и с ним можно договариваться. Исполнительная власть всегда может договариваться с такими отдельными деятелями, которые в парламенте находятся. Поэтому никогда не может быть эффективного контроля над исполнительной властью. Ну, это же очевидно, что любая структура, над которой нет нормального контроля, она будет злоупотреблять своей властью. Поэтому у нас в обществе все эти годы то о коррупции говорят, то премьер-министр виноват, то еще чего-то. Все время чем-то мы недовольны в обществе. Получается, у нас нет качественной политической элиты. Так вот об этом я и говорю, у нас нет качественной политической системы вообще. Мы подготовили, вот сейчас я за последние годы, когда был уже секретарем Совета Безопасности, мы подготовили законопроект о выборах, но согласились на то, чтобы смешанная система была, потому что, понимаем, вынесли в парламент, и сам парламент не будет голосовать за такую систему, при которой, значит, они должны быть, понятно. Но подготовили смешанная система. Концепцию издали в виде брошюры, чтобы раздаем людям знакомым. Ну вот находится в парламенте сейчас уже. Насколько нам известно, вот в 2023 году какие-то важные реформы, вот в контексте конституционной реформы должны произойти, вот, да, в парламенте? Ну, да. Значит, при президенте создана Конституционная комиссия. Комиссия разработала и предложила президенту конституционную реформу, которую он одобрил, переслал в Конституционный суд. После одобрения в Конституционном суде эта реформа, проект передан в парламент. Он сейчас находится в парламенте. Значит, что там предусмотрено? Предусмотрено то, о чем многие в течение многих лет говорили, о том, что у нас фактически происходит
при нашей такой малочисленности слишком раздутая система управления. И вот есть в исполнительной власти президент с его, значит, администрацией президента, там есть соответствующие, значит, отделы, то же самое премьер-министр, и у него там, значит, соответствующие подразделения есть, которые фактически вот дублируют друг друга и так далее. В этом предложенном проекте упраздняется должность премьер-министра, вице-премьером, то есть министры напрямую подчиняются президенту. Вот такая система. Этот проект сейчас находится в парламенте. В какой стране вот такая модель действует успешно? Ну, в Соединенных Штатах Америки такая модель. Но успешно или нет, другой вопрос. Это уже зависит от того, как работать будут. Не, у них успешно работает, что Соединенные Штаты Америки, Ну, не что знаю. плохо Ну, живут. часто говорили о той модели, о которой вы говорите. Да. Причем и оппозиция нынешняя Нет, тоже об предлагала нечто подобное. Но как только как бы с мертвой точки сдвигается вопрос конституционной реформы, тут же возникает опасение, тут же говорят о том, что а вот сейчас этот вариант будет означать усиление и без того президентской республики, и максимум полномочий, еще больше полномочий будет у главы исполнительной, у президента. Ну, вы знаете, у президента Как из больше... этого замкнутого круга А вот как раз у выйти? президента больше ответственности становится. Понимаете, сегодня фактически всегда можно все недовольства переадресовать премьер-министру. Это да. Есть такая промежуточная структура. А тут будут все проблемы сходиться прямо к президенту. Так что, согласившись на это, президент как раз пошел на определенный такой вот шаг ответственный. Вернемся, наверное, вот к внешнеполитическому, наверное, да, вот аспекту, с которого мы начинали. Честно говоря, сложно говорить об этом визите, потому что информации мало, но меня вот интересует такой вопрос. Как-то долгое время, какой-то период мы говорили о многовекторной политике, потом слово «многовекторность» придали анафеме. Может быть, не имеет смысла его использовать, но вот как вам видится, какой должна быть внешнеполитическая деятельность Абхазии? С кем есть у нас возможности для налаживания каких-то новых связей, связей и отношений? Знаете, я вот слышал от некоторых уважаемых деятелей политических у нас здесь в Абхазии о том, что у России свои там взаимоотношения с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, с коллективным Западом, короче говоря. И этот конфликт нас типа не касается. Зачем нам портить отношения с той же Европой? Пускай они там разбираются между собой, а мы должны быть в хороших отношениях и с Россией, и с европейскими странами. Но я думаю, что это очень ошибочная позиция, потому что у нас с Россией стратегический союз. Договор заключен, благодаря которому мы имеем гарантированную защиту нашей безопасности внешней. Мы прекрасно помним, как после войны, какие были потери во время охраны границы по реке Ингур в Гальском районе, когда действовали террористические диверсионные грузинские отряды. Даже миротворцев больше 100 человек погибло там. Все это прекратилось после того, как у нас с Россией установились союзнические взаимоотношения. Поэтому мы должны быть вот в векторе вот этой политики постоянно. И если мы будем рассуждать так, что это Россия там с Западом, у них свои взаимоотношения, это нас не касается, то и Россия может также сказать, если у нас возникнет ситуация с Грузией, когда
мы можем вернуться опять к военным действиям или каким-то другим нежелательным факторам. Она тоже может сказать, ну это ваши там отношения, сами разбирайтесь. Поэтому это опасная для нас такая политика. Мы подписали соглашение о том, что мы координируем наши внешнеполитические действия. Мы должны четко понимать, что наша безопасность, возможности нашего развития и все это связано с вот такими дружественными взаимоотношениями, союзничествами с Российской Федерацией. Лукашенко, когда начинал беседу с нашим президентом, он сказал немного о Грузии, о том, что там и теперь в обществе это так воспринимается остро, чуть ли не как предательство некое, то, что президент не отреагировал. Я даже не представляю, как он мог на это отреагировать. Но каждый услышал то, что услышал. И сейчас вот эта тема крутится во всех социальных сетях. То, что он сказал, почему Грузия так остро реагирует на наши с вами взаимоотношения. Прокомментируйте, пожалуйста, правильно интерпретируйте этот разговор. Это как в детстве, знаете, если ты играться будешь там с Васей, то я с тобой играться не буду, отдай мои игрушки и прочее. Ну, Белоруссия и Грузия имеют дипломатические взаимоотношения, у них и другие экономические отношения есть. Понятное дело, что устанавливая вот такой формат отношений с Абхазией, ему не хочется портить отношения с Грузией, он как-то это смягчает. Это же понимать надо. Я так понимаю, что это был такой почти прямой намек на грузинский фактор в наших взаимоотношениях. Ну, понимаете, если бы он не хотел бы там ссориться с Грузией, он бы вообще не приглашал бы и не приезжал бы в Абхазию. Но делая эти шаги, он тем самым хочет и с Грузией не ссориться, и с нами останавливать отношения. Это нормальная политика, это как и должно быть, конечно. По протоколу, говорят, неправильно сидели и Аслан Георгиевич, и сам президент Беларуси. Этому тоже уделяется огромное внимание. Я хочу, чтобы вы это тоже прокомментировали. Что это унижает нашего президента. Амбиции у нас такие. Может быть, я одна единственная в стране это не понимаю. Но, говорят, это было очень важно. Я думаю, что это было сделано тоже для внешнего пользования, может быть, для того, чтобы и в Грузии, и в других странах видели, что все-таки нет пока еще взаимного признания, и, значит, нет такого равноправных взаимоотношений между Грузией и Абхазией. Очевидно, это было сделано специально. Это не случайно произошло, я могу с этим согласиться, я так думаю. Чтобы так ошибся протокол, может быть, не думаю. Это больше похоже было на некую такую неофициальную дружескую встречу. Ну, понятно, что этим демонстрировалось, что да, именно что такой формат. Это все вот... надо понимать. Знаете, когда Дмитрий Анатольевич Медведев признал независимость Абхазии, он после этого, я смотрел в интервью, он сказал, это было самое сложное решение в моей жизни. Для президента Лукашенко вот эти действия тоже непростые, поэтому он как-то это смягчает, действует очень так осторожно, но вместе с тем последовательно, как мы видим. Да, мы простые граждане, обыватели, они могут быть гордыми, и слава богу, что у нас есть гордые люди. Конечно. Но президент не может себе позволить то, что мы можем в своих высказываниях позволить. По той информации, которая есть, сложно говорить, можно вот просто как бы, я не знаю, что-то домысливать. Мне показалось, что это была такая вот как бы некая в какой-то степени неформальная встреча, которая может послужить основой для дальнейших, более предметных и как бы более конструктивных. Ну, это все Это же же официальный визит. важно. Нет, я Это согласна, официальный но визит. он тоже был очень неожиданным. Визит это Его не официальный, но заявляли. самое главное, что устанавливаются теплые взаимоотношения Межличностные. между лидерами государств. Становился человеческий контакт. Это очень важно в политике, когда есть взаимоотношения дружеские между лидерами. Это личностный фактор,
в политике всегда имеет большое значение. Ну, тем более невозможно, наверное, правильно воспринимать или спокойно воспринимать такие комментарии, которые очень часто встречаются и в СМИ, и в социальных сетях тоже, о том, что это были провальные переговоры. Что вообще там провальные, провалилось, если бы- скажите? нет, вот ну, бессмысленные, если бы мы- провальные, безрезультатные, Нет, вот так нет. вот говорят о Вот переговорах. смотрите, если бы мы, делегация наша туда ехала бы и имела бы определенную цель установления дипломатических отношений, тогда можно было говорить, что она провальная, но такой цели не было. Результат максимально положительный, потому что мы видим, что устанавливается, как я уже сказал, теплые межгосударственные нормальные отношения между лидерами наших государств. Это первый шаг. За этим могут последовать другие шаги. Ну, после того, как Лукашенко побывал, скажем, тоже как-то неофициально, но вот так вот заехал в Абхазию, пообщался с официальным руководством и так далее, вот после этого шаг, который был предпринят, который, ну, я имею в виду сейчас официальный визит нашего президента в Беларусь, это, конечно, другой уровень. Другой уровень, и это второй очень важный шаг, надо так понимать. В результате этого визита намечены определенные какие-то дальнейшие действия в плане экономического сотрудничества. Мне это хорошо известно. Есть определенные планы у Беларуси, здесь в Абхазии тоже, которые соответствуют нашим интересам. Это положительный как раз результат важный. Мы делаем первые шаги в этих взаимоотношениях. Да. Мы люди эмоциональные, а белорусы понятно. немножко другие люди. Понятно. Как у них начинается гимн Белоруссии? Не помните, как начинается? Нет. Мы белорусы, мирные люди. Кстати, я вот, насколько знаю, Хороший белорусов, гимн, да. и в армии служили, там, это на самом деле самые такие уравновешенные, добродушные люди. Да. Есть такое. Я помню, вот... И очень законопослушные, кстати. В отличие от нас, очень законопослушные. У каждого народа свой менталитет. Ну, я помню, в бытность моей работы в парламенте как раз приезжала делегация, это во времена Сергея Васильевича Багапш, вот делегация, которая должна была, ну, она была, я так понимаю, от президента, они должны были изучить вообще Абхазию в плане политических институтов, политической ситуации и так далее. Я сопровождала вот в разные, там, мы побывали в разных учреждениях, общались и так далее. Вот и в итоге они... Да, были очень положительно настроены. Они, приезжая, вернее, направляясь в Абхазию, они имели очень такое скудное представление об Абхазии, как бы изолированном каком-то уголке, где вообще вот эти структуры власти, политические структуры власти, там какие-то демократические ценности и так далее, что здесь они, скорее всего, они считали, что всего этого нет. А когда они посмотрели, что происходит в Абхазии, они очень положительно были настроены. Вот мне так показалось вот в нашем общении. И я думаю, что они с очень хорошим отчетом приехали тогда в Белоруссию. Но, видимо, вот этот момент, который нужен для того, чтобы Беларусь официально нас признала, он еще не настал. Тем более сейчас, когда время не самое простое. Ни для кого оно не простое, но я думаю, что для Беларуси тоже очень сложное. Не только для России, для Беларуси тоже. Вот. Да. Не хочется возвращаться, но все-таки должен сказать снова, повторить. Для того, чтобы возник вопрос о взаимном признании, нужно пройти определенный путь. Да. Сегодня сделаны важные шаги в этом направлении. Да, спасибо. Это такая оценка серьезная. Но давайте продолжим наш разговор. И, видимо, нам нужно вернуться еще раз вот к вопросу о важности нашего внутриполитического сегмента, взаимоотношения власти и оппозиции, о поисках, наверное, конструктива во всем этом, что на самом деле самое и сложное. И вот я хочу вас подвести к такому вопросу. Недавно в городе Гудаута, в Доме культуры, было собрание общественности, ее проводила оппозиция.
И на этом собрании прозвучало очень много громких таких вот вещей, серьезных, которые не комментировать тоже невозможно. Например, вот в выступлениях Адгура Арзенба, в выступлении бывшего вице-президента Валерия Шалвовича Аршба, которого обычно мы знаем как достаточно корректного человека, прозвучали какие-то очень категоричные вещи, может быть, не очень корректные, скажем так, вот особенно в отношении того факта, что перед этим президент встречался с нашими московскими деловыми людьми, бизнесменами, и они обсуждали вопросы развития Абхазии, вопросы инвестирования, вопрос такой острый сейчас, вот, который достаточно, на самом деле, очень остро воспринимается, обсуждается об апартаментах. Да, и выступая на этом собрании, Валерий Шалвович, я его процитирую, сказал так следующее: чтобы советовать народу, как ему жить, ты должен иметь для этого моральное право. Я, как понимаю, его выступление было адресовано вот нашей диаспоре, которая активно сейчас вот пытается повлиять на развитие нашей экономики, а вот в ответ они услышали такое. По-моему, еще жестче высказался Адгур Арзенба в этой связи. Я не знаю, Можно я была ли цитату вставлю, реакция. Ирина Шотовна? Да, Вот конечно. такую очень жесткую цитату сказал. Вот Адгур Арзенба сказал, что если они, бизнесмены, придут в Абхазию, окрепнут здесь, будут отстреливать или сажать в тюрьму. То есть он пророчит судьбу 90-х в Абхазии, и если судьбу 90-х России, что такое же будет у нас в Абхазии, если бизнесмены здесь окрепнут. Вообще какая-то реакция была нашей диаспоры на это? Я не слышал. Да, мы тоже не знаем пока. Да. Ну, что я могу сказать? Я за то, чтобы каждый мог высказать свое мнение. И в данном случае Валерий Шалович, мой друг, тоже сказал свое мнение. Ну, хорошо сказал. Я с ним не могу согласиться, конечно, к этому вопросу. Потому что он сам себе противоречит тоже, потому что он сказал, типа, зачем... Смысл был в том, что зачем их пригласили, да? Ну да. Людей. Но да, тут да. же он говорит, что а почему не пригласили, вот, уважаемый бизнесмен, есть Абазин Капатова, которая сказала, вот, пригласили бы нас, и проживающих в Турции бизнесменов, и посоветовались бы с нами. Ну, это тот же самый формат получается. Почему в этом случае нельзя, в этом случае можно? Он сам себе в этом противоречил. Поэтому я в этом выступлении не увидел ничего такого, что, значит, можно было бы вину власти высказать. Значит, не так уже неправильно было то, что позвали и посоветовались с бизнесменами. Я считаю, что эти люди вполне имеют право высказывать свое мнение по Абхазии, потому что, ну, во-первых, они граждане Абхазии, во-вторых, когда нам трудно, мы обращаемся к ним. Вот была пандемия, да, злосчастная, ну, они большую помощь оказали, представители нашей диаспоры, финансовую помощь оказали. Сейчас, когда вот мы обратились с ним по поводу вопросов, связанных с обороной Абхазии, не оказывает свою помощь, мы не можем это все афишировать. Но эти люди делают все, что в их силах, и гораздо больше многих, которые говорят, но ничего не делают. Поэтому и вообще, если вы обратили внимание, то нынешняя власть, вот во главе с президентом, делает то, чего вообще раньше не было. По всем злободневным вопросам идет дискуссия в обществе. Обсуждаются все вот такие сложные вопросы, более-менее сложные, обсуждаются на разных площадках. В общественной палате,
в парламенте, в разных кругах, собираются там ученые, это в университете происходит, собирают ветеранов и прочее. Очень. Я, честно говоря, даже несколько раз упрек говорил президент, что у нас очень как-то долго все длится. Но у него манера такая. Каждый вопрос он хочет со всеми обсудить. Вот. И по всем вот этим вопросам, которые обсуждались там в Гудаутах, у нас идет дискуссия общественная по всем этим вопросам, которые там обсуждались. Но там, как всегда у нас бывает в оппозиции, отрицается все, ничего не надо делать. Я помните, когда там сказали, что в Абхазии нефть можно добывать, сказали, нет, не надо нам нефть добывать. Сказали, что газ, может, заведем из России. Сказали, нет, не надо нам газ, потому что это будет очень дорого. Заранее уже знаю, сколько дорого. Сказали по энергетике, сказали, нет, энергетика – это наш стратегический ресурс, никому не отдадим. Хотя очевидно, что у нас две генерации – Ингургес и Сухумгес. Сухумгес уже в частных руках находится, а Ингургес вообще у нас на балансе не стоит. Речь только идет о вот этих распределительных линиях, которые в нашей собственности. Вы знаете, если есть инвесторы, с которыми которых мы можем заинтересовать, то мы по нашему законодательству с ними устанавливаем партнерство, где государство будет участвовать в этом проекте. И если государство участвует в этом проекте, то государство за свой счет может заниматься вопросами тарифной политики. Ведь опасения какие высказывают, что если инвесторы возьмут, то они установят тарифы неприемлемые. Но если государство будет участвовать в этом процессе, то государство может из-за своей доли решать вопросы тарифной политики. Повышать цены или не повышать, или снижать их. Поэтому эти все опасения беспочвенны, если разобраться в них профессионально и глубоко. Когда разговариваем с профессионалами, да, мы слышим, вот те же бизнесмены, как они высказывались по апартаментам, или в университете обсуждали этот вопрос со специалистами, юристами, там что сказали, в других кругах, которые обсуждали Вы эту тему. обсуждали на своем активе, по-моему, да, вот Наша- «Единая Абхазия», в вот нашей ваша партии мы партия. обсуждаем все эти вопросы, Да, да. понятное дело, да. Мы поддерживаем курс политический руководства страны, естественно. Поэтому, если конкретно по каждому, я могу говорить. И по апартаментам, если мы этот вопрос затронем. Да, Вы очень понимаете? хотелось Ну, бы, хорошо. потому что Вот многие смотрите. считают, что это скрытая форма продажи недвижимости. Вы знаете, как болезненно люди относятся к продаже Я недвижимости, об к его этом говорил разрешению. еще, Да. будучи в парламенте, это Да. сколько лет назад. И тогда очень такая жесткая дискуссия была по этому вопросу. Я говорил о том, что у нас сегодня коррупция происходит на этой почве, когда незаконно, были такие времена, мы знаем это, когда незаконно приобретали абхазское гражданство для того, чтобы недвижимость здесь приобрели. Я говорил, давайте решим этот вопрос без предоставления гражданства. Но сегодня это, да, процесс уже в процессе, в своем развитии подошел к такой вот форме апартаментов, которая, с моей точки зрения, очень привлекательная. Она апробирована во всем мире и везде получила очень хорошие результаты. В чем суть? Вот мы же, вот смотрите, мы за последние 2 года только, какое количество отелей в Абхазии построено? Вы обратили внимание? Это... Я могу сейчас перечислять, если хотите, я помню почти Кстати, все. многие называются апарт-отели. Да. Ну, они называться могут, но по форме они никак не апарт-отели, потому что закона нет соответствующего. Большое количество отелей, но они все сезонный характер носят. А апарт-отели привлекательны тем, что люди покупают их без гражданства. В законе написано, какое количество дней они могут здесь находиться в Абхазии, потом покинуть должны ее, но они круглый год оплачивают.
налоги соответствующие платят, все платежи, которые предусмотрены, они круглый год. То есть эти Они апарт-отели, покупают на какой-то определенный срок? они или- покупаются навсегда ими, но оплата идет постоянно. Находятся они здесь или не находятся они здесь, они оплачивают. Кроме того, в законе предусмотрено, что создается социальный фонд, куда деньги, которые поступают от оплаты за эти услуги, поступают в этот фонд социальный. И этот фонд будет деньги направлять на улучшение жилищных условий наших граждан, которые стоят годами в очередях. Вы знаете, что при Министерстве социального обеспечения и демографии создан проект, где там 60 миллионов рублей сосредоточены, и оказывается помощь людям для приобретения жилья. Ну, это приблизительно до миллиона рублей получают люди. Из этого социального фонда, который будет создан, миллионы, десятки миллионов рублей будут идти на те же нужды, потому что у нас большое количество людей в очередях стоит, и эти очереди практически не двигались вот до того, как был создан вот этот фонд при Министерстве социального обеспечения. Вот тут много привлекательных. Потом понятно, что люди, которые приезжают круглый год, они круглый год привозят сюда деньги, оставляют здесь деньги. То есть люди будут зарабатывать на этом. И что очень важно, почему мы это связываем с аэропортом. Аэропорт, вот те люди, которые сегодня отдыхают в Гаграх, частично там в Гудаутах, им аэропорт Сухумский не нужен. Они все равно будут пользоваться Адлерским аэропортом. А аэропорт Бабушера, который мы должны открыть, вот сейчас идет проектная документация, до конца года должна завершиться, и в следующем году он должен уже вступить аэропорт. Он должен быть связан с развитием Восточной Абхазии. И как только появился вот этот проект о том, что будет аэропорт, сразу же взяли гостиницу, которая там годами стояла. Высотная гостиница. Сейчас там идет восстановление, они к этому сезону ее введут в строй. Вот. Кроме того... Вы имеете в виду Очимчирскую гостиницу? Да, Очимчирскую гостиницу. Вот, и это должно будет стимулировать создание в Очимчирском районе апарт-отелей и других видов. Вот у нас вообще гостиниц, разного вида объектов, которые принимают туристов, около 19 тысяч. И за последние вот эти 2 года при нынешней власти 4,5 тысячи новых появилось еще объектов. Ну вот, мы должны о развитии думать. Если мы думаем о развитии, когда мы говорим, что нам ничего не надо, это нам не надо, это нам не надо, то нам не надо. Ну, по всем вопросам, во всяком случае, в Гудаутах я слышал, что нам ничего не надо. Ничего из этого не надо. Ну а как развиваться тогда государству? Может, нам не хватает все-таки вот такого конструктивного диалога и объяснений? Я с вами совершенно согласна. Очень много вопросов, которые, в принципе, почти любой вопрос может становиться болезненным, становиться очень жестким и не вызывать как бы неприятие. Может быть, недостаточно объяснения, когда появляется какая-то идея, вот идея тех же апарт-отелей. Может быть, недостаточно объяснения того, как это будет, сколько. Вот мне в беседе сказали, почему бы не попробовать, прежде чем вот как бы распахивать двери, не попробовать создать несколько отелей или какой-то пилотный проект, посмотреть, просчитать его эффект. И это успокоит людей, они не будут бояться, потому что мы же все прекрасно знаем, как остро стоит у нас проблема демографии, мы все прекрасно знаем, почему люди опасаются продажи недвижимости. И не только дело не только в том, что это не граждане будут России, не граждане
будут Абхазии, вообще людям из других стран. Эти опасения совершенно понятны. И мне кажется, что вот недостаточно у власти такого предметного, глубокого объяснения тех проектов, которые она хочет воплотить. Какие-то общие слова есть, общее понимание есть, а вот опасение не снимается. Могу с этим согласиться, хотя я уже говорил о том, что как никогда раньше, сегодня вот все эти вопросы обсуждаются в разных кругах нашего общества. В том числе и партотели этот закон даже еще не передали в парламент, пока он проходит все эти обсуждения. И так и другие вопросы у нас обсуждаются очень долго. Ну, да, и все равно этого недостаточно, я понимаю. Но знаете, что еще у меня, какая мысль у меня возникает в связи со всем этим? Какие-то мы очень трусливые стали. Если бы мы были бы такие трусливые и осторожные, мы бы сегодня бы не имели бы этого независимого государства. Ведь тогда еще больше угроз стояло перед нами. Но мы же пошли на это, потому что, я не знаю, может, потому что мы моложе были или что. Но сейчас я вижу, и молодые люди всего боятся. Ну, Может, не боятся, а пытаются политизировать. ну, какие-то все-таки политические силы играют на этих страхах, я вижу, Да. понимаете? Да, у нас понятно, что маленькое общество и всего опасаются. С одной стороны, наверное, может, это хорошо, но и сидеть и ничего не предпринимать, как бы чего не вышло, но это как раз и выльется. По-чеховски. Ну, это, Да, как раз тоже, и, да. это как раз и погубить может. Ну, Я всё вот это поддерживаю ваш разговор, и вот реплику Мананы Михайловны. На самом деле, вот если, например, скажем, я попытаюсь посмотреть на проблему с позиции человеков. Это Петр так говорил, людей называл человеками. Вот человеков, которые не политизируют, есть, которые политизируют, да, но есть, которые просто честно они болеют за страну, за демографию, знаю, и боятся рисков. Вот они, например, думают так, да, приняли закон, да, апартаменты – это не продажа недвижимости, все зафиксировано правильно с правовой точки зрения в этом законе. Это сегодня. Но мы знаем, что право не вечно. Любой закон завтра может быть изменен, правда же? И вот завтра следующий шаг, когда те же апартаменты несколько упрочат свое положение и так далее, они могут заявить о том, что вот они хотят трансформировать, или как это сказать, приобрести апартаменты в собственность. Есть ли гарантии того, что этого завтра не произойдет? Гарантии какие? Мы начали с того, что есть ли у нас гарантии, что нас завтра не включат в какое-то другое государство. Правильно? Ну, мы этого ведь тоже боимся. Ну, вот я говорю, что мы всего боимся. Ну, как я могу вам сказать? Есть закон, и он не позволяет продавать это. Да. И то, о чем вот Манана Михайловна говорила, я вот надеюсь, что мы насчет разъяснений. Да, вот я, кстати, читала в интернете, вот много по этому поводу пишет один из оппозиционных деятелей, Умар Смар, если не ошибаюсь. Да. Он пытается писать так: первое, Жена второе, тоже третье, четвертое и так далее. Он пишет о минусах, об угрозах, о рисках и так далее. Нам, конечно, хотелось бы услышать от власти, Значит, да, вот я скажу. услышать ответ тоже, где Вот, минусы, где плюсы. Вот как раз хочу сказать, почему идет вот процесс этого обсуждения на разных площадках. Везде собирают вот эти минусы. И потом, как я вижу, вот в нынешнем проекте, вот большинство этих реальных минусов, они учли там, в этом законопроекте. Ну, вот еще какие-то будут, если, наверное, существенные замечания тоже. А вот то, что Манана Михайловна сказала по поводу того, что сделать пилотный проект. Ну, кто будет вкладывать деньги в такой проект, если нету закона? Поэтому людям нужен закон, поэтому
после этого они могут и Нет, вкладывать ну и деньги в законе апарт-отель. можно написать, что он вступает в силу с такого-то времени, там какие-то оговорки. И это не только моя точка зрения, я вот от многих слышала об этом. А что касается дискуссий, смотрите, что у нас происходит. Вот перед тем, как президент собрал представителей бизнес-сообщества и провел с ними встречу, ну, одна из главных проблем была все-таки проблема апарт-отелей. Была информация с торгово-промышленной палаты, где тоже собирались люди. Там была информация о том, что все высказались против. И иногда и у меня складывается впечатление, что вот те, кто за, дискутируют на одной площадке, и те, кто против, дискутируют на другой площадке. А для простого гражданина, у которого нет задачи изучать правовые основы этих апартаментов, у него другие проблемы, но он хочет все-таки как-то разобраться. Вот надо помочь ему объединить вот эти за и против. Может Ну быть, вот, это и к нам претензия, как к журналистам, но и в том числе и к власти и оппозиции. Ну вот обсуждение этого вопроса в университете это представители власти инициировали. И в ТПП тоже, они же. Это не разные там какие-то круги. Вот вы говорите, пилотный проект сделать бы. Давно опробовано во всем мире это. Зачем нам делать, когда мы можем посмотреть? У меня есть знакомые, которые купили в свое время в Испании квартиры, вот эти апарт-отели. И ежегодно это оплачивают эти годами эти деньги, хотя уже и давно не ездят туда, понимаете? Это известная схема, привлекательная очень. Опасения, которые для нас могут быть, как для маленького государства, мы уже об этом говорили, что мы всего боимся и так далее. Вот чтобы избежать этих опасений, поэтому и проходит вот этот процесс обсуждения, чтобы собрать все эти угрозы и учесть в законе. Ну, мы вот ждем, когда парламент начнет обсуждать этот законопроект, и должны подключиться обязательно, да, и попробовать на своей площадке тоже неоднократно организовать эти дискуссии для того, чтобы на самом деле вот честно и объективно разобраться вот в этом проекте, больше чисто экономического смысла или есть еще какой-то мотив политический. Не знаю, мы должны, наверное, общество убедить в том, что это нужно обществу, это и полезно, если это на самом деле сплошной плюс. Но есть ли минусы, мы об этом тоже должны сказать. И поэтому будем работать. Но еще важный плюс, может, наиболее важный, что это, с нашей точки зрения, должно дать такой импульс для развития в восточной части Абхазии. Потому что у нас сегодня дисбаланс такой происходит в этом развитии. Вот это важный показатель. Ну да, и наша задача на самом деле обо всех плюсах тоже обязательно нужно сказать. И то, что мы в Абхазии должны создавать деньги, создавать финансы, создавать рабочие места и быстрее вот добиваться более высокого уровня жизни, это должны понимать все. Ну вот, к сожалению, я от многих таких все-таки важных фигур на политической нашей арене слышу о том, что нам не нужны инвесторы. Да. Ну, это прозвучало, это и в Гудаутах, и я участвовал в дискуссиях, где говорят, зачем нам инвесторы, они не о нас думают, они о себе думают. Ну, слушайте, все страны, самые богатые страны мира не могут развиваться без инвестиций, приглашают инвесторов, создают им благоприятные условия и так далее. Для развития нашего это крайне необходимо, чтобы сюда вносили финансы. О том, чтобы обезопасить себя от угрозы, это мы должны думать и использовать наше законодательство. Мы также должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность этих инвестиций, этих инвесторов. Конечно. Это необходимо, не обсуждается, это даже для любого здравомыслящего человека, который чуть-чуть разбирается в экономических вопросах, совершенно очевидная вещь, что инвестиции нам нужны, надо привлекать инвесторов.
Да. Ну вот те, которые, кстати, тем, которые все время пытаются торпедировать все, любые проекты, потому что думают, а что с этого вот я получу? Вот я тут при чем? Будут получать те, которые всегда получали. Кто брал, тот и будет брать и так далее. Вот им как раз-таки многим хочется сказать, чтобы они почитали вот комментарии на нашем сайте наших соседей восточных. Пусть почитают через каждый комментарий. У вас ничего не вышло, вы тупые, вы дебилы. Вот так они нас оскорбляют. Видите, у вас это не вышло, у вас другое не вышло. Ничего. Мы приедем, и мы все сделаем. Вот как о нас думает. О нас так думает ни один человек, ни 10, ни 5, ни 20, наверное, 4 миллиона человек вот так вот думает о нас, потому что на самом деле мы ничего не хотим менять в своей жизни. Извините за мои эмоции. Кстати, Анна. кстати, вот то, о чем Ирина Шотовна сейчас говорила, мы можем дискутировать, спорить, рвать глотки друг другу в социальных сетях, но когда грузины нас оскорбляют и говорят, что у вас нет государства, у вас ничего не получилось, у вас нет будущего, наши не вступают в спор. Это очень редко, чтобы... Друг с другом воюем. Друг с другом, да, в начинали комментариях себя война защищать. идет. Вот грузины пишут гадости, как будто не видят, не слышат, тихонечко все это обходят. Я не понимаю вообще, что происходит с нашим обществом. Ну, раз мы заговорили о грузинах, у меня есть еще вопрос о внешних угрозах. Оппозиция часто говорит, что абхазская армия устарела и необходимо ее модернизировать. Это слово тоже стало модным – модернизировать. Как вы ответите на такие высказывания и какие меры принимаются государством по укреплению обороноспособности страны? Ну, я могу согласиться, да, с тем, что нужно модернизировать, нужно изучать опыт. То, что произошло во время войны Азербайджана с Карабахом, должно быть уроком для нас. И то, что происходит сейчас на Украине, тоже должно нас учить многому. И сейчас мы как раз именно этим и занимаемся. Ну, во-первых, бюджет Министерства обороны в этом году значительно вырос. Не хочу цифры называть, но это значительное повышение. Кроме того, ну, тоже известный факт, это не скроешь, идет строительство оборонительных рубежей. За 30 лет мы этого не делали, сейчас это происходит. Создаются свои какие-то на начальном этапе, можно сказать, военно-промышленные, если назвать комплексом, не могу назвать, но во всяком случае действия, которые вот здесь у нас на месте мы можем производить. Обеспечение Министерства обороны значительно возросло. Всем этим вот мы занимаемся, и как раз представители нашей диаспоры тоже оказывают финансовую помощь в этом вопросе, о чем тоже надо сказать. Вот сейчас у нас новый начальник генерального штаба, который очень активно тоже занимается этими вопросами модернизации нашей армии. Он как раз специалист по этой теме. Вот. Так что это сейчас очень серьезное внимание этому уделяется. В один период было очень популярно и достаточно активно говорилось о переводе нашей армии на контрактную основу. И вообще какая-то перспектива есть у этой идеи, или она вот Нет, да, в свое время была высказана и на этом закончилось все? Контрактная армия требует больших расходов финансовых. Мы пока еще не готовы к этому. И все-таки, когда дело защиты Родины нашей касается, мы видим, что там никакие контрактики, а встают все молодые люди. И сегодня я знаю, что практически все молодые люди, и они в какие-то объединились группы, они ходят, тренируются там, стреляют, у них уже сложились какие-то определенные коллективы со своими командирами. Так что, не дай бог, в случае войны, не контрактики, все, это будет народная война.
как это было в 92-93 году. Но уже война же не такая, как была, какой была она в 92-м году. Не дай Совершенно. Бог лучше сохранить свой худой Я мир. с вами согласен. Понятно, что мы тогда тоже имели дело с гораздо более сильным противником. И сейчас- тогда были несопоставимы наши возможности. Ну, И сейчас, да, грузинская армия уже не та, которая была тогда. Но и мы тоже не те, которые были тогда. Давайте на мирные рельсы. хорошо. И, кстати говоря, вот вопрос Анны, вот я к этому вопросу еще раз вернусь. Вот в Гудауте на этом собрании оппозиции, там, выступавшему было, если не ошибаюсь, это было в докладе от Гура Арзенба, кажется, именно в его докладе. В общем-то, в любом случае от оппозиции прозвучала такая мысль, что власть не занимается обороной и национальной безопасностью. Вы секретарь однозначно Совета могу сказать, безопасности. Вот это важно. что Занимаемся или не занимаемся? Знаете что, я занимался обороной еще до войны. Подпольно мы занимались этим. Я возглавлял по поручению Айтглера. Лично мы в лесу собирались тогда, когда вообще страшно это было делать. И до сегодняшнего дня я все время с этим был связан. В том, кем бы я ни был. Во время войны был первым заместителем министра обороны. После войны, будучи даже министром иностранных дел, все равно был связан с этими переговорами. Да. И сегодня тоже непосредственно. Я могу вам сказать, что за последние годы такого внимания вопросам внешней обороны у нас не делалось, ну, во всяком случае, после 2008 года не было. Все не так плохо, просто мы не информированы. Ну, это же невозможно все это, об этом говорить открыто. Это такая сфера. Единственное, что могу сказать однозначно, да, у нас несопоставимы силы с Грузией. Да. Но мы тоже не те, которые были раньше. И сейчас мы пытаемся наращивать. Но главное, что произошло за это время, у нас есть союзник стратегический. И у нас прямо записано, что в случае войны они выступают на нашей стороне. Это как в НАТО 5-я статья обязывает вступить в случае войны за своего союзника, так и у нас записано, что в случае войны Россия должна вступить. Это главное, но мы должны рассчитывать на себя тоже. Этим мы занимаемся, однозначно могу сказать. Еще раз повторяю, я на всех этапах своей сознательной жизни был с этим связан, могу сказать, что я удовлетворен тем, как мы сегодня этим занимаемся. Да, мне хотелось бы, чтобы это было больше, чтобы это было значительно по-другому, но мы делаем то, что мы, какие мы имеем возможности финансовые, исходим из этого. После вот нашей беседы у меня сложилось впечатление, что не то чтобы впечатление, какой-то вывод для себя. Все интересуются политикой в нашей стране. Это, наверное, хорошо, что неравнодушное общество. Но когда все начинают заниматься политикой, происходит каша в голове и каша в нашей стране. Один мой друг, Виталий Лейба, он долгое время жил во Франции. И умер какого-то его приятеля, отец где-то в Альпах. Он поехал на самолете, оттуда на поезде, оттуда на автобусе, приехал, абхазец на похороны. Но они удивились, они вообще не ожидали такого. Откуда? Из России. А там, оказывается, коров разводят. И они спрашивают, а какая дойность у вас коров, какая мясистость, и все вокруг коров. А потом, говорит, был в Абхазии, говорит, на похороны в деревню приехал, узнали, что я из Франции, спрашивают, а как там Макрон, как там НАТО, как там Буш, там всякие такие вопросы, говорит, задают. Никто не спросил ни про какую корову. Да, мы чрезмерно Мы в политизированы. глобальной политике. Вот тогда, может быть, в завершении передачи еще вот несколько слов о нашей внутренней безопасности, о политическом меню в нашем обществе и государстве. Что касается вот, внутренней безопасности, могу, очевидно, всем этого заметно, что значительно сократились преступления тяжкие. Нет таких видов, как там грабежи, сократилось это значительно, похищение людей, это очевидно.
Значит, за последнее время на 70% увеличили заработную плату сотрудникам МВД. Около 200, 180 или около 200 миллионов рублей было направлено на оснащение системы МВД. Это там 144 автомобиля купили, средства связи, другие необходимые технические вещи. Сейчас в разработке вот проект видео- и фоторегистрирования на дорогах. Это предусмотрено Бюджетом? В бюджете предусмотрены средства вот как раз-таки на Там- развитие видеофиксации. Да, там средства более 200 миллионов предусмотрены, но они, да, они из тех штрафных сборов, которые собирает Министерство внутренних дел. Правда, они направляются в бюджет, эти деньги, но сейчас как раз идет речь о том, чтобы перенаправить и передать им на то, чтобы на это... Ну, на оснащение это важно оснащение. очень для работы МВД. Да. Да. Ну, вот такие вещи, они... самая большая сейчас у нас проблема, в последнее время именно это обсуждается. Уже никто не говорит о похищениях, о других грабежах, то, что происходит на дорогах. Да, здесь говорили, что одна из причин объективных – это возросшее количество автотранспорта, это почти 70 тысяч машин появилось у нас на дорогах. Это, представляете, если у нас взрослого населения, это работоспособного населения у нас 145 тысяч человек, да, и пенсионного возраста 57 тысяч человек, да, это которые могут за рулем сидеть фактически люди, и 70 тысяч машин на такое количество. Это каждый третий, значит, автомобилем владеет. Это значительно, конечно, влияет, но я не хотел бы сказать, что это единственная причина. Культура вождения на дорогах. Все. Вот я за последнее время сводки из МВД получаю, знаете, там в основном, меня радует, что там нету убийств, нету ограблений, там все задержали в пьяном виде, задержали в пьяном виде. Сотнями людей постоянно задерживают в пьяном виде. И парламент ГАИ, должен ХАЗИ. поддержать вот изменения Мы, в закон. да, еще забыл сказать, что в парламент передали изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Большое количество, большая работа была проведена. Вот президент назначил меня представителем этой комиссии. Вот. Там, кстати говоря, и по борьбе с организованной преступностью серьезные статьи тоже внесены в эти поправки. Вот в парламенте тоже лежит. Тоже мяч на стороне парламента во многих вопросах сегодня. Как вы думаете, вот мы много говорили о политике, вот есть проблема смертности на дорогах. Причем ведь надо понимать, что в статистике указаны количество погибших именно в момент аварии. А энное количество людей гибнет буквально к вечеру, на второй, на третий день. Поэтому количество погибших от аварий больше статистики. Сводки МВД по задержанию людей, распространяющих наркотики, просто вот как из рога изобилия. И вот у меня всегда вот такой вопрос. Как происходит так, что если какого-то политического деятеля сняли с работы или кого-то хотят там назначить, то вокруг этого собираются митинги, много об этом говорят, как-то легко собрать людей. Почему наше общество не собирается? Я не сторонник вообще митингов, но все равно, почему наше общество вот так не объединяется вокруг вот таких болезненных проблем? Вот что с нами происходит, как проблема вот смертности на дорогах, проблема наркомании. Наверное, они куда страшнее, чем даже проблема тех же апартаментов или, не знаю, там, те обсуждаемых проблем. Вот как вы думаете, просто как человек, взрослый человек, отец, дедушка? Ну, мое мнение такое. Когда мы говорим о вот конкретных проблемах, там, апартаментах или передаче госдачи на Пицунде или какие-то, это стрелы в адрес руководства страны. А когда ты будешь говорить об наркомании, о пьяных на дорогах, это нужно говорить о себе.
Вот в чем проблема. Сказали. Может быть, но это куда более губительная проблема, на мой взгляд, сегодня. Но себя критиковать всегда сложнее. Ну да, И справляться тем более. понятно. Но наша задача на самом деле это все-таки внутренняя культура, наверное, недостаточно. Хотя мы всегда гордились, что у нас вот кодекс чести, наш Апсуара, он таким, ну, за последнее время деградация произошла, видимо. Но такие процессы происходили. Распад страны, война, послевоенное, все это, конечно, не могло не повлиять на вот такую распад, ну, сильно повредить нравственность людей. Надо нам все-таки возвращаться в рамках, и здесь обязанность и руководства, и средств массовой информации, интеллигенции, всех вместе. Надо нам все-таки как-то воспитывать молодежь правильно. Да. Как говорит один мой предшественник в должности генерального директора ГТРК, отцабырга хараха хуцит ехот и сумша, а яша хараха хуцит ехот, и он прав, и яшу. Спасибо вам огромное, Сергей Миронович, что пришли на нашу передачу. Спасибо огромное Манане Михайловне, нашей коллеге, которая вот сегодня первый раз в таком формате участвует вместе с нами. Подводя некоторые итоги, тезисно я должна буду сказать для зрителей несколько слов, а может быть это просто мои какие-то мысли. Может быть вскользь, но все равно мы говорили немножко, скажем так, в контексте союзного государства, евразийской интеграции. О нашей внутренней политике мы сказали немало, о внешней политике. И я думаю, что у нас состоялся очень серьезный, интересный разговор. В завершение могу сказать коротко так, что Белоруссия, о которой мы говорили немало сегодня, и которая представляет для нас сейчас очень большой интерес в свете визита нашего президента в эту страну и переговоров, которые были там проведены, Белоруссия, конечно, боится санкций, и не только санкций. Что касается России, она за проект евразийской интеграции. Я так понимаю, и союзное государство – это, видимо, ключ к евразийской интеграции. Проект, который, возможно, замедлен несколько той серьезной ситуации, которая сегодня происходит вот между Россией и Украиной. А о параметрах этой интеграции, этого союза пока нам известно немного. Что касается Абхазии, оставаясь суверенной страной, Абхазия все же не может не обсуждать различные форматы взаимодействия и сотрудничества с Россией, который, возможно, усилит гарантии безопасности. Я очень много пытаюсь услышать, узнать мнение людей, и в нашем обществе много людей, которые, правда, боятся союзного государства, но, мне кажется, даже больше людей, которые сразу начинают говорить о том, что это открывает нам более широкую перспективу, и что это на самом деле усилит нашу безопасность. Правда. Для того, чтобы думать таким образом и утверждать это, мы должны более конкретно знать, что это такое союзное государство, о котором говорят. Внутриполитическое меню, о котором мы сегодня говорили, сложное, правда, и оно было сложным, наверное, ну, может, не всегда, но давно. Так вот, не будем уточнять. Да. Что касается внешнеполитической повестки дня с нашим участием, она непростая, но мне кажется, что часто многие деятели позволяют то, чего себе не должны позволять в контексте борьбы за какие-то политические интересы. То есть ворошить осиное гнездо все же не нужно. Мы должны понимать, кто наш друг, кто наш сосед, кто наш враг и так далее. Тем более, что, как мне кажется, есть достаточно много шансов
на оптимистическую перспективу для нас, для Абхазии. Не пропускайте Аргаму по понедельникам. Смотрите нас в Фейсбуке, в Ютьюбе, на сайте Абхазского телевидения. Спасибо большое.